Едва не закончилась трагедия оставления на секунду без присмотра маленького ребенка. На Оренбургском тракте рядом с ДРКБ маленькая девочка выбежала на дорогу прямо перед автобусом. Ее мать побежала за дочерью. Водитель общественного транспорта избежать наезда не смог. С места происшествия репортаж Нафисы Минязовой. За ребенком выбежала. Водитель автобуса каждую секунду прокручивает в голове момент наезда. Говорит, понимает, что сделать ничего больше не мог. Рассказал, как обычно, ехал по своему маршруту. Проезжая ДРКБ, увидел перебегающего дорогу ребенка лет 3. Хорошо, я влево ушел, а так бы обои под колеса попались. И через буквально секунду на дорогу вслед за малышом выбежала его мама. Наезда на нее избежать не получилось. Девушка сильно ударилась головой о лобовое стекло автобуса. Несмотря на то, что вход ДРКБ находится здесь пешеходным переходом, это место не оборудовано. И людям, чтобы перейти дорогу, приходится идти до ближайшего пешеходного перехода. Или же нарушать правила дорожного движения, но не всегда это заканчивается благополучно. Жители Казани этот вопрос очень беспокоит. Вы обходите обычно или же бывает то, что проходите здесь? Обхожу, потому что с детьми прохожу. Не могли перейти. Как думаете, потому что здесь? Нужно, потому что не перейдешь. Ну, хотя бы лежачий полицейский должен быть, все равно. В результате экстренного торможения в автобусе также пострадала пассажирка. От госпитализации она отказалась, но вошла в положение и претензий к водителю общественного транспорта не имела. Пассажир, одна женщина, вроде бы, ударилась, что ли, не знаю. Она тоже в больнице, да? Не, она сама пошла. Я телефон номер наш не взял, если что, созвонимся. Сбитую девушку сразу же госпитализировали в приемное отделение травматологического центра РКБ. Как рассказали очевидцы, ребенка пришлось вытаскивать практически из-под автобуса. Сейчас степень вины участников происшествия будут устанавливать автоинспекторы с учетом травм, полученных пострадавшими. Состояние их здоровья будет известно после тщательной диагностики. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.